Мәсетле районы Башкортостандың төньяк көнсыгышында, Ык елгаһы буенда. Бала саганы сыныктыру, иммунитетын ныгыту өчен иң кулай шифаханаларның бере Мәсетле балалар санатории. Был шифахана үдендә эшләгән кешеләрнең иҗади эшләре менән дан тота. Карагайдар арасында урынлашкан был шифахана бронхы астмаһы, тын юлы сирдәре менән йонсыган балаларды ата-әсәләре менән бергә кабул итә икән. Шифахананың биләмәләре Мәсетле районының агас эше рассамдары, алтын кулы осталары яһаган агас хындар менән бирелгән. Кешене матурлык һәм тыныслык туйгыһы аша давалау сирдәре бында эшләгән һәр кемгә таныш. Беренче очрашу шифахана тарихына сәяхәт. Перед вами сейчас макеты тех старых зданий, которые когда-то были здесь, в нашем районе. Именно 24 июня 1944 года, когда стране было очень сложно, на базе вот этих раскулаченных кулацких домов создали детский санаторий. Первыми отдыхающими в санатории были дети блокадного Ленинграда. Дети изнеможденные вместе со своими врачами явились сюда в 1944 году в июне, в лето, в разгар лета. И вот эти корпуса, которые сейчас представлены макетами, встретили их. Сюда поместили девочек, в тот корпус поместили мальчиков. Здесь была лечебница, здесь столовая. Водопровода не было тогда. Всю воду брали из колодца. Полоскали белье тогда в речке Ик, которая протекала буквально за тем вторым корпусом мальчиков. А вот это был сквер. Вот так же сохранился он до сегодняшнего времени и стоит в музее. Памятники делали сами воспитатели. Инструктор по труду Михаил Андреевич сделал Матросова, нашего героя башкирского. И вот санаторий существовал долгое время. Первым главврачом был Баутин Николай Тимофеевич, который 23 года проработал. И вот после него только через много лет, в 1973 году, пришла нужная Галина Ивановна. Вот. И вот именно женщина впервые провела водопровод в нашем санатории. В 1983 году первые здания, которые были построены хозспособом, работали все. Самое интересное, никто не знает историю нашего санатория ни в районе, ни начальство, ни в Башкирии. А ведь это было уникальное место. Здесь, на этом месте, создали как бы свой колхоз. Сотрудники санатория держали 50 коров, 50 свиней, 20-30 лошадей давал колхоз «Заря» на лето. Снабжали кумысом всех. И отдыхающих детей, и детей района. Районную больницу полностью снабжали молоком, мясом, кумысом. Районный детский сад тоже. И вот когда я говорю об этом, очень удивительно, что спрашивают: да, неужели это правда? Да, это правда. И ведь никто не знает до сих пор, что детей не только блокадного Ленинграда спасали, но и детей района. Сотрудники санатория ездили на лошаденке, сделали ивовый короб, солому натолкали, ездили по деревням, вытаскивали на руках обессиленных детей, складывали в этот коробок, стригли, брили, откармливали, отпаивали, ставили на ноги. В башкирских семьях во многих свирепствовала во время войны трахома. Надо было лечить этих детей. И наши медсестры героически сражались за каждого ребенка. Района детей фронтовиков спасали. А к нам подходят и говорят: да, все говорят о Карагае. Карагай, Карагай, Карагай. А про наш санаторий все забыли. Ну, может быть, не все, но историю санатория не знают. Не знают, потому что очень невнимательно относятся к истории нашего народа. Я знаю свое поколение послевоенное, которое вообще жило в интернатах, в детдомах. И мы дети войны, послевоенного времени, очень хорошо помним. Поэтому, когда я пришла в 1978 году в детский санаторий, мне захотелось вот эту историю санатория показать и рассказать людям. В санатории работали особые люди, творческие люди, участвовали в выздоровлении детей. В санатории топили дровами. Представляете, сколько тонн дров надо было расколоть, сложить в поленнице. Все, от главного врача до нянечки и даже детей отдыхающих, мы все складывали поленницы. Сами белили
сами красили. Все по макушку в краске. Но мы красили скамеечки, городки, строили. У нас умельцы всегда работали. Вот, например, Осипов Михаил Андреевич, его картины здесь у нас представлены. Строили городки, рубили вот эти срубы под эти городки, чтобы дети катались. Целые сказочные города были у нас сделаны. Сказочные аллеи. Жили просто, весело с огоньком. Дети отдыхали по четвертям, а иногда по полгода. Астматиков спасали. А вот этих больных, которых вот собирали по району, детей старались родители не забирать совсем, потому что кормить-то было нечем. Была какая-то особая атмосфера. У нас в 1979 году, например, вот я открыла школу. Раньше возили сюда, в Устекинск. Да мы уже родная семья. Обносятся детишки. Никаких сотовых телефонов, ничего. Ежедневные мероприятия, концерты, конкурсы. Им было весело, интересно. Они ревели, они не хотели уезжать. Это был родной дом. Очень много было у нас кружков, очень много. Кто-то делал вот глиняная игрушка у нас там есть. Вот мягкая, допустим, игрушка. Видите? Вот ребятишки сами своими руками это же все сделали. Кешене давалау яки тәрбияләү генә түгел, үзенә карата ихлас хөрмәт тә аякка бастыра. Үзенең эшенә тугры, намус һәм белем белән тотынгандар гына башкаларга тән һаулыгы, рухи сәламәтлек бирә. Тыналай алмайынса интегеп сирләгән балалар килә, ата-әсәләре менән килгән балаларны өметләнеп киләләр. 6-шар, 9-шар тапкыр киләләр. Силәбе өлкәһеннән, Мәскәүдән, Свердловскидан киләләр. Рәхәтләнеп, тын алып, даваланып кайтырга, карагайдарыбыз кешеләргә иркен тын алырга. Балалар кергәстә карагайдың һавасын хулап, куанып, кинәнеп китәләр. Путевка алай алгандарына куаналар беренсенән, икенчесенән монда килеп җиткәннәренә куаналар, тапкандарына куаналар безнең мәсетле санаторийын. Бөек Ватан һугышы елларында Ленинград блокадаһы фаҗигаларын кисергән балалар 44 елда Олы Ыктамак авылына килтерелә. 100 яшәр карагай урманының шифаһы, кымыз балаларны тиз аякка бастыра. Тирә-як авылдардан да авыру һәм аз балалар бында дәвалана. Я, во-первых, хотелось, чтобы все, что собрали за все эти годы, сохранилось, приумножилось, и чтобы санаторий дальше работал по оздоровлению детей республики. И самое главное, чтобы путевки были бесплатные, как все 70 лет. Когда-то Минздрав продавал 100 путевок бесплатных, сейчас 150. Чтобы все это не ушло. И чтобы санаторий процветал и расширялся. И чтобы многие-многие годы работал на благо республики, по оздоровлению будущих поколений. Я желаю многое лето нашему санаторию процветать, расти, оздоравливать детей республики. Многое лето, многое лето, многое лето. Процветай, санаторий, живи. Мәсетле балалар шифаханаһы яздан көҙгә хәтле сәскәләргә күмелә. Карагай урманының ышыгында 100 төрле сәскәләр, гөл сәскәләрнең яме, хуш еҫе иң каты авыруларҙы ла һауыҡтыра, тиҙәр бында. Минең өсөн сискәләр ул үзе бер бәхет. Сискәләр арасында үзем йөрөп, үзем дә яшәреп китәм, үзе бер гомер бирә. Иптәшләрем дә куана, сотрудниклар да куанып китә сискәләргә карап-карап. Бала-сагалар карап сыгалар. Шулар сорайлар, кем үстерә дип, кайда ул апа дип. Шулар мине эзләп табып сорайлар, апа шул сискәнең исеме нисек, шуны нисек үстерәләр, шуны әзрәк кайтып булмас микән. Иң беренче саулык, бәхет, гаилә бәхетен. Бөтен кешеләргә иң беренче зур тазалык теләре. Күп балалар бик нык авырып килгән балалар. Монда килеп, менә бер баланы беләм, ел сайын менә бер елны яйның буена монда ял итте. Икенче елны мактап киләләр, монда шул һавасы ярдәм итә дип. Монда һавагыз бигрәк әйбәт дип мактап кайтып китәләр шул. Эшләргә шул санаторий бар булсын, сау булсын санаториябызның кешеләре. Ижади эштең кеше өсөн нинди файдалы һәм кәрәкле булуына матур үрнәк күрһәтә балалар шифаханаһы. Хәстәрле врачлар, шәфкать туташтары, баксалагы ямьле сәскә түтәлдәре, зауыклы агас сындар, йокы бүлмәләренең күркәм бидәлеше, ашхана хезмәткәрләренең тәмле аштары
Был эштәрҙең һәр береһе ижади зауыҡ менән тулы һәм йәш буынға тәрбиә өлгөһө. Планы на ближайшее время? Ну, во-первых, мы, в принципе, видим все равно два пути развития санатория. Первое – это продолжение нашего профиля пульмонологического, то есть развиваться, исходя из современных технологий в области пульмонологии, именно санаторно-курортной пульмонологии, то есть оздоровление детей. И все наработки, все научные разработки внедрять буквально сразу. Если спросить, что такое Мечетлинский санаторий для детей с родителями, то я думаю, что большинство именно скажет, что там лечат заболевания органов дыхания. И поэтому, естественно, это направление мы терять не будем. Но при всем при этом нам бы хотелось иметь возможность проводить санаторно-курортное лечение детей и с другими заболеваниями. Это заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания нервной системы. Потому что развитие других профилей даст возможность для, скажем так, привлечения большего количества отдыхающих в наше учреждение. В этом санатории нет случайных людей. Если вот посмотреть, у нас что педагоги, что воспитатели, что санитарочки, что врачи, стаж отдельных сотрудников достигает 30 и более лет. То есть те традиции, которые закладываются, те традиции наработки, те нововведения, всякие технологии и так далее, они передаются чуть ли не из уст в уста, из рук в руки. 2009 елда Мәсетле балалар санатории өсөн өр-яңы заманса корпустар төҙөлә. Дауалау кабинеттары, бүгенге медицина аппараттары менән байытыла. Многие нас просто зовут санаторий Карагай, родители. А куда поехал? Санаторий Карагай. А нет названия до сих пор. И поэтому вот очень путают нас со взрослым санаторием, который намного позже. И которые за платные путевочки взрослых дядь и теть лечат. А вот детей все 70 лет бесплатно лечат. Министерство здравоохранения Республики Башкортостан дает родителям и детям путевки бесплатно. Мәсетле балалар шифаханаһының тарихын тыңлау, бында эшләгән кешеләрнең тоғрылыгын, фидакарлыгын күрү, Башкортостанның табигатының, күп милләтле халкының мәнфәгатен, изгилеген күрү ул.